Якутия – регион нового развития. С таким девизом в Якутске недавно состоялось выездное заседание Президиума Российской академии наук, где решались вопросы второй комплексной экспедиции. А сейчас мы находимся в Якутском научном центре, где проходит совещание ученого совета, в котором будут обсуждаться конкретные направления по проведению экспедиции. Сегодня в передаче «Прогресс» мы расскажем о том, как проходило заседание и о чем говорили ученые умы не только нашей республики, но и России и зарубежья. Выездное заседание Президиума Российской академии наук и правительства республики состоялось по поручению президента России Владимира Путина. В рамках заседания главным образом был обсужден ход подготовки и реализации проведения второй комплексной научной экспедиции. Надо отметить, что первая комплексная научная экспедиция заложила основу развития республики на весь 20 век. От второй экспедиции, которая будет проводиться в течение 5 лет, стоит ожидать таких же значимых результатов. Это видно уже на стадии подготовки проведения экспедиции. Ведь к этой масштабной работе подключились ведущие российские институты и самые авторитетные ученые с мировым именем. Прибывшую делегацию ученых из зарубежных стран и других городов России возглавил вице-президент РАН Александр Асеев. Он подчеркнул, что приоритетная задача якутской науки в ближайшие годы – это проведение второй комплексной экспедиции. Первая задача – это выполнение поручения по проведению комплексной экспедиции. То есть в эти дни отмечается 90 лет со дня проведения первой экспедиции. Значит, первая экспедиция Академии наук длилась 5 лет и привела к тому, что Якутия из такого заброшенного угла необъятной Российской империи стала территорией по-настоящему развитой. Значит, сейчас, если я не ошибаюсь, Якутия входит в число 10 регионов России с наибольшим инвестиционным потенциалом. Речь идет, конечно, во-первых, о минеральной сырьевой базе. Значит, здесь возникли целые отрасли промышленности: алмазная, угледобывающая, золотодобывающая. И мы стоим на пороге бурного развития нефтегазовой промышленности. Но, безусловно, да, впереди освоение месторождений попегайских алмазов и на северо-западе республики, и тамторского месторождения редкоземельных металлов. Работа по обеспечению Северного морского пути – это такая задача глобального характера. И, конечно, мы должны, и Академия в том числе, сделать все возможное, чтобы здесь была максимально комфортная жизнь людей, имея в виду экологические проблемы, обеспечение продовольствием, чистой водой, комфортными условиями жизни. Словом, да, проблемы, конечно, обороноспособности встают во весь рост. Это уже задача государственного характера. Поэтому здесь гигантский фронт работ. И вторая экспедиция, о чем мы сегодня будем говорить, программа как раз нацелена на решение всех этих перечисленных задач в области науки. Я хочу напомнить слова президента Российской Федерации, который сказал 2 дня назад, что все решения, а он там среди приоритетов имел в виду и Сибирь, он прямо назвал и Дальний Восток, и Арктику, должны быть очень эффективными, должны быть очень высокого уровня, тщательно подготовленными. Решения должны быть максимально эффективными. С этой точки зрения здесь, в Якутии, таких решений состоялось несколько. Во-первых, надо сказать об особых природоохранных территориях. В Якутии создана целая сеть этих особо охраняемых природных территорий. И все они, конечно, созданы с участием специалистов из Якутского научного центра. То есть это достижение, которое является очень важным. В рамках программы заседания проходили 2 симпозиума: «Питание и здоровье населения на территориях с экстремальными условиями» и совещание по подземным водам Сибири и Дальнего Востока, а также 7 круглых столов, на которых обсуждались направления программы исследования второй комплексной экспедиции. На данном симпозиуме я выступала на пленарном заседании, и на симпозиуме, собственно, я являюсь модератором, одним из модераторов этого симпозиума. И вопрос, который мы разбирали, и
поднимали и на пленуме, и вот на симпозиуме, это вопрос грудного вскармливания. И мы говорили о роли сектора здравоохранения в охране и поддержке грудного вскармливания. Ну, собственно, кроме того, что вот я являюсь главным научным сотрудником научно-исследовательского института, сфера моих интересов – это грудное вскармливание. И на уровне международном я являюсь национальным координатором от России международной инициативы ВОЗ ЮНИСЕФ, ВОЗ Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций. Вот инициатива этих двух организаций, которая называется «Больница доброжелательная к ребенку». И я являюсь национальным координатором, то есть представителем России вот в этом мировом сообществе. Но то, что касается грудного вскармливания, то в 1997 году Министерством здравоохранения был создан научно-практический центр по пропаганде и поддержке грудного вскармливания. Просто понимаю, в общем, важность вот этой проблемы. И задача центра – это пропагандистская работа, это работа и с населением, и с медицинским персоналом, и вот внедрение современных организационных технологий охраны и поддержки грудного вскармливания в учреждениях родовспоможения и детства. То, что касается вот современного этапа, то есть мы продолжаем развивать инициативу больницы доброжелательной к ребенку, то есть это охрана и поддержка грудного вскармливания, женские консультации в детских поликлиниках и в родовспомогательных учреждениях. Сейчас мы работаем уже со стационарами, то есть это больные детки, недоношенные, в детских больницах, в отделениях второго этапа выхаживания, в отделениях патологий новорожденных недоношенных детей. И в плане мировом, в мировом масштабе сейчас вот этот вопрос охраны и поддержки грудного вскармливания среди этого контингента пациентов вот является очень таким важным. Основное внимание было уделено генеральным ресурсам региона, прежде всего источникам полезных ископаемых, их разработке и дальнейшему применению, что влечет за собой проблемы использования новых технологий и материалов. Не менее пристальное внимание было нацелено экономическим процессам. Речь шла не только о добыче ресурсов, но и доведении их до технологий, которые давали бы экономический эффект. Третий блок важных вопросов – это вопросы, связанные с экологией территории, развитием образования и науки, накоплением кадрового потенциала и здоровья населения. У нас предусмотрены работа 2 круглых столов. Круглый стол номер 1 посвящен проблемам воспитания кадров в области гидрогеологии, вот, с учетом специфики мерзлой зоны, вечной мерзлоты и так далее. У нас в Северо-Восточном федеральном университете есть кафедра мерзлотоведения, которая готовит специалистов как раз в области гидрогеологии и инженерной геологии. Вот, а второй стол будет посвящен вопросам использования подземных вод в нашей республике. Это использование подземных вод для питьевого водоснабжения, для развития санаторно-курортного дела в республике, использование термальных подземных вод для различных целей. Это и теплоэнергетика, это и рыборазводные пруды, ну и для лечения. Вот. Ну и очень серьезный вопрос – это использование подземных вод для промышленных целей, то есть извлечение из подземных вод полезных ископаемых различных элементов. Ну, в частности, вот в Западной Якутии у нас под мерзлотой широко развиты подземные подмерзлотные рассолы, минерализация которых, состав солей, в которых достигает 400-450 граммов на литр, то есть это концентрированные рассолы. В них содержится очень богатый спектр микроэлементов в очень больших количествах, очень редких элементов, например, литий, бром, йод, и другие. И вот эти элементы можно добывать из подземных вод. Тем более, что в Западной Якутии эти воды откачиваются для того, чтобы осушить подземные рудники, алмазодобывающие рудники. И потом они опять сбрасываются, эта вода, в недра. То есть без использования вот этих промышленных элементов. Наука никогда не стоит на месте, она непрерывно развивается и движется вперед. Что же нового происходит в мире науки? Узнаем из новой рубрики «Дайджест науки».
В Испании проведена первая в мире пересадка протезов грудины и ребер, напечатанных на 3D-принтере. Титановые 3D-протезы были разработаны специалистами австралийской компании Anatomics совместно с Государственным объединением научных и прикладных исследований Австралии. Процесс распечатки ребер оказался гораздо эффективнее традиционных методов производства. Операция завершилась успешно, а протез, по словам доктора Хосе Аранда, принимавшего в ней участие, подошел как настоящий. После двухнедельного наблюдения 54-летний пациент был выписан из больницы. Российские ученые работают над системой Voice. Она позволит слепым частично вернуть зрение. Это специальные очки, которые преобразуют изображение окружающего мира в особый звуковой сигнал, который мозг воспринимает как черно-белую картину. Ежегодно разрабатываются различные методики лечения слепоты. Однако проблема заключается в том, что большинство из них очень дорогостоящие. А кроме того, они не всегда так эффективны, как это заявляется. В России разрабатывается устройство, которое может совершить настоящую революцию в борьбе со слепотой. Специальные очки Voice позволят слепым людям вернуться к полноценной жизни. Одним из инновационных путей развития животноводства республики является научно-исследовательская работа по получению новых форм сельскохозяйственных животных на основе межвидовой гибридизации крупного рогатого скота с лесным бизоном и домашних овец с гибридами снежного барана в условиях Центральной Якутии. Гибридные животные будут основой для выведения новых видов сельскохозяйственных животных. Изучение потенциала продуктивности и хозяйственно-биологических признаков у гибридов в созданных условиях является актуальным и имеет важное народно-хозяйственное значение. На выездном заседании Президиума Российской академии наук и правительства республики помимо российских ученых прибыли гости из зарубежных стран – Кореи, Китая и Японии. Например, Танака Юки из университета Кёнхи Южной Кореи принял участие на симпозиуме по подземным водам Сибири и Дальнего Востока. Is to attend this conference and also attend field excursion to southern Yakutia. То есть, в первую очередь, это участие в конференции, которая вот сейчас проходит и завершается. И второе, обязательно полевая экскурсия в Центральной Якутии. For me, all subject is very exciting and interesting. Yes. Для него, в общем, вся информация, которую он услышал, интересна. Yes. Все доклады. Because I live in temperate area, but this is cold region with permafrost. So all presentation is very exciting and interesting for me. Потому что он живет в умеренной зоне, где, собственно, даже сезонная мерзлота, вообще-то говоря, присутствует не каждый год. И поэтому этот регион с мерзлотой и доклады, посвященные этому региону, для него очень интересны. В Якутском научном центре прошло совещание ученого совета о подготовке программы комплексных научных исследований, которые направлены на развитие производственных сил и социальной сферы с проведением комплексной научной экспедиции. Концепция планируемой экспедиции включает научные исследования по следующим основным направлениям: разработка методов прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций научного и техногенного характера в условиях меняющегося климата, обеспечение промышленной и энергетической безопасности Российской Федерации, обеспечение экономической безопасности региона, гарантия продовольственной безопасности населения в условиях меняющегося климата и исследования, направленные на улучшение качества жизни в Якутии. Было очень много мероприятий, на которых участники и члены Президиума Российской академии наук непосредственно обсуждали, непосредственно согласовали и запланировали последующие мероприятия. И после этих мероприятий сразу начались процессы, которые связаны с уточнением общей программы. Оно проходило и в Сибирском отделении Российской академии наук, и в Президиуме Российской академии наук. И эти вопросы, которые были согласованы, они сегодня получены уже в правительстве Российской Федерации
правительственных структурах, больших известных производственных флагманах эти проекты обсуждаются. И сегодня уже есть такая уже конкретная программа, которая согласована на этих инстанциях. И мы надеемся, что этот окончательный документ будет как раз основой для финансирования всей программы. Поэтому в целом итог такой, что на месте здесь были рассмотрены проекты, которые необходимо решить, согласованы вопросы, которые необходимо нам еще раз уточнить, еще раз получить какие-то точные параметры выполнения данных проектов. Поэтому в целом считаем, что это была очень полезная акция и надеемся, что это является основой для дальнейших наших результатов. Ожидается, что в поле зрения экспедиции попадут все улусы и районы республики. Более того, каждое село. При этом пристальное внимание будет уделено арктическим районам и шельфу. Также важно помнить, что главный приоритет экспедиции – это интересы конкретного человека, включая вопросы здоровья и его всестороннего развития в современном мире. Вторые комплексные научные исследования проводятся по поручению президента Российской Федерации, которую он дал Российской Академии Наук. Инициатива эта исходила, конечно, от нашей республики, от главы нашей республики, и подразумевает под собой комплексные исследования потенциальных возможностей Якутии с точки зрения и социальных различных направленностей, и с точки зрения обеспечения жизненными, скажем, потенциалом, людьми, производственными возможностями тех экономических направлений, которые предполагается существовать. Ну и, конечно же, третье направление, такое крупное, это экономический потенциал. Что дальше и как мы должны осваивать. Дело в том, что такие исследования были, все уже об этом много-много раз слышали, да, осуществлены были в 1925-30 годах. Грубо говоря, 90 лет мы на них жили. На сегодня все горнодобывающие предприятия, вообще многие предприятия говорят о том, что на сегодня материальная база, к сожалению, у нас исчерпана, да, и поэтому надо на сегодня оценить возможности нашей республики с точки зрения дальнейшего движения. Не в рамках развития просто территории Республики Саха-Якутия, а с точки зрения развития всего Дальнего Востока России, да, в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Поэтому Госкомитетом совместно с подразделениями Российской Академии Наук начаты работы по формированию такой программы. То есть для того, чтобы качественно сделать исследование, надо разработать программу исследований. Соответственно, она на сегодня формируется, и мы видим уже на сегодня, немножко существует движение, 7 направлений, 9 направлений. Это как бы не суть важно, да, потому что мы общую стратегию уже видим. И теперь мы должны решить этот вопрос с точки зрения практического осуществления. То есть мы разработали проект обоснования, точнее концепцию обоснования этой программы. Далее программа более детализируется, то есть будут более конкретные исследования. Под эти более конкретные исследования будут поставлены научные организации, которые будут эти исследования проводить. И далее мы начнем ее осуществлять, дабы получить определенный не просто научный труд, да, а некую программу действий, которая бы нам позволила бы нам в течение следующих опять 70-90 лет стабильно развиваться региону, еще говорю, в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Работа по отдельным направлениям уже началась. К примеру, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Никита Соломонов уже приступил к реализации проекта создания научно-образовательного центра «Батамай». Пока он реализуется при поддержке Северо-Восточного федерального университета и Института биологических проблем криолитозоны Якутского научного центра. Но в скором времени к ним присоединятся еще и ведущие российские институты. Одним из итогов выездного заседания на сегодняшний день можно назвать то, что в скором времени председатель Президиума Якутского научного центра СО-РАН Михаил Лебедев и его коллеги отправятся в Москву с докладами в Президиум РАН.
Тема доклада Михаила Петровича связана с воздействием экстремального климата на устойчивость живых и сложных технических систем. Иначе говоря, доклад будет затрагивать деятельность и результат работ всех институтов Якутского научного центра, Академии наук, Северо-Восточного федерального университета, а также других учебных заведений и научных организаций. После обсуждения здесь в Якутске эти материалы были доложены в Москве на президиуме Российской академии наук, и руководство президиума Российской академии наук посчитало, что есть необходимость его обсудить еще и на заседании президиума Российской академии наук. Это вообще очень значимое и очень важное мероприятие, потому что на заседаниях президиума Российской академии наук обсуждаются чрезвычайно важные и актуальные вопросы. И руководство президиума Российской академии наук посчитало, что выполнение программы экспедиционных работ Российской академии наук нашей республики — это очень актуальная, важная задача, поэтому графики и плане заседаний уже утвержден мой доклад. Оно состоится 29 сентября текущего года. Тема будет связана с воздействием экстремального климата на устойчивость живых и сложных технических систем. В целом итог такой, что вот на месте здесь были рассмотрены проекты, которые необходимо решить, согласованы вопросы, которые необходимо нам еще раз уточнить, еще раз там получить какие-то точные параметры выполнения данных проектов. Поэтому в целом считаем, что это была очень полезная акция, и надеемся, что это является основой для дальнейших наших результатов. Со дня проведения первой комплексной научной экспедиции прошло 90 лет. Эта экспедиция практически дала старт развитию науки в Якутии, новым научным исследованиям и открытиям, заложила фундамент для организации научно-исследовательских институтов, дала основу для развития золотой, алмазной и горнодобывающих отраслей. По словам Михаила Петровича, вторая комплексная научная экспедиция РАН в Якутии уже началась, но в этом году будут проводиться окончательные подготовительные работы, а проведение самой экспедиции ожидается с 2016 по 2020 годы. Надеемся, что проведение второй комплексной экспедиции также даст мощный импульс для развития науки нашей республики и повлияет на улучшение жизнедеятельности всего населения.